Я несколько раз публично выставлял здесь видео, говорил, что вызывал Кафырова, его этого собачку Хамбиева, но они проигнорировали мой вызов и мой открытый призыв. Ничего, ни слова даже не сказали. И это те люди, которые там выставляют себя чуть ли не знаю, героями всей вселенной. Поэтому я им так сказал, чем доставать у родственников, обычных, простых граждан, хоть один раз покажите, встаньте перед нашим лицом и постарайтесь сказать это открыто в лицо. И я буквально недавно видел то видео, опубликованное снятое в Турции, а потом опубликованное где-то в Махачкале или в Грозном, не знаю. Но они не сразу его опубликовали. Когда Хасан Халитов звал навстречу и этого Кадырова, и его там собачек, но они, получается, сбежали. Таких людей, как Халитов и других, их очень много, их достаточно, чтобы закрыть рты таким российским халуям. Пускай где-нибудь, как-нибудь встретится. Я ни к чему такому там противоправному не призываю, но поговорить-то можно, не строить себя там героев, встав за этими квадратными физиономиями, с оружием в руках. Так что пускай Кадыров и другая шелпонь покажут свое мужество. Ну, там-то его нету, этого мужества. Я просто смеюсь. Смешно становится. Вот именно. КМС вольный. Халитов Лев. Молодец, Халитов, что так выставил их в этом формате. Зови навстречу. Они ни на какую встречу не придут. Еще раз повторюсь, я и раньше делал вызовы, призывы, звал Кадырова, звал Ханбиева в Европу и говорил, раз уж вы говорите, что вы такие мужчины, что вы такие герои, ну так приезжайте, вам же легко за 3800 километров делать такие громкие выступления, строить из себя героев, оставьте простых людей. Не надо на них давить, на наших матерей давить, называть имена женщин, потом оскорблять кого-то, их оскорблять, своих критиков, своих врагов оскорблять. Это ваш уровень, да. Раз уж вы мужчины, ну почему вы не встретились с Халитовым в Турции? Почему? Почему, когда я вызывал вас, призывал вас сюда, чтобы вы приехали. Кадыров, я к тебе говорю, Хамбиев, тебе тоже говорю. Почему вы это проигнорировали? Вот там заканчивается ваш героизм и ваше название мужчины вообще. Еще также к важному моменту, я и раньше это сказал и писал тут внизу, чтобы до вашего ума это дошло. Хамбиев, если ты еще раз пискнешь там, в чей-то мой адрес или в адрес отца моего, президента, если ты еще раз что-то скажешь, то я буду действовать по-другому. Не то, что ты, а даже такие, как ты, тех, которые сейчас выпустил Кадыров, как бы нас очернять и клеветать, если вы еще раз назовете наши имена, я за это буду бить не вас. Я не буду вас называть, вы никто, шейтачи душу. Я буду бить по твоему начальнику, по главному, как бы помягче это сказать, начальнику Хосеюртовского инкубатора. Я буду бить по нему. Кадыров, я еще раз говорю, я тебя звал. Ты почему это проигнорировал? Трус моего. Я тебя лучше, чем другие знаю, понимаешь? Не ты должен говорить про героизм, постараться прикрыть свое предательство. Ты никто. Ты никто. И то, что я сейчас вот говорю это в твой адрес, это вина твоих собачек, которые ты сейчас выпустил. Их будешь винить.
Цахамбиеву, так, еще там пару человек из Европы. И как они будут лаять, и вот столько я буду бить в твоей голове. Ну там-то у тебя ничего нету, я это уже давно знаю. И для меня ты тот же самый Кадыров, которого я знал когда-то, когда ты подошел ко мне, Анзор мне патроны. Вот ты для меня тот же. Ты не изменился, даже в своей речи, даже в своем поведении ты не изменился. И еще просто про твой героизм, ты же стараешься выставить себя героем. Что ты делал в трубе? В трубе-то что ты делал? Залез в трубу во вторах. Тебя там оставили, по вам начали стрелять, ты залез в эту трубу, потом эту трубу вырезали, тебя оттуда вытащили. Твои же охранники там, они тебя забыли, они бросили, уехали. Потом вспомнили, приехали, вытянули тебя, там, разрезали эту трубу, вытащили. Вот твой героизм. Хочу белому, а пошел Цаня. Так что благодари Хамбиева и других своих собачек за вот эти высказывания. Я знаю очень много. Я теперь буду говорить. Говорить будем. Тебя, Хосюртовского, начальника этого Хосюртовского инкубатора, я тебя предупреждал. Даже физикой предупреждал. Слушай, ты, есть такой закон противодействия, закон Ньютона. Когда ты что-то трогаешь, оно может тебе дать такую сдачу хорошую. Я тебе говорил, я сделаю тебе хорошо, если ты не прекратишь это.